Считанные дни остались до 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутске. Земля Лонхо примет тысячи юных спортсменов из разных уголков мира, которые будут состязаться по 24 видам спорта. Будут разыграны свыше 200 комплектов медалей. По традиции гости разместятся в деревне спортсменов в студенческом городке Северо-Восточного федерального университета. Будут задействованы 7 общежитий, столовые и спортивные объекты вуза, где провели капитальный ремонт. Также обустроили территорию, положили новый асфальт, заменили тротуарные плитки и обновляют памятник студенческим отрядам. Первых гостей сборную Республики Казахстан ожидают уже 21 июня. Прогнозируемое количество участников – это 3400 участников, спортсменов. Их будем размещать, будем готовить. Да? А также помимо их мы готовим места для размещения волонтеров игр «Дети Азии». Они будут жить в 18 и 20 общежитиях. А также мы готовим места 500 мест в общежитии номер 17. Там будет проживать сервисный отряд и волонтеры сервиса питания. Соревнования игр пройдут в 16 спортивных объектах, которые также капитально обновили к предстоящему событию. В Центре спортивной подготовки «Триумф» спортсмены будут состязаться по 7 видам спорта. Для этого в комплексе провели косметический ремонт, поменяли кровлю, установили наружную подсветку, кондиционеры, заменили коммуникации. Улучшили столовую, зал борьбы, бокса, раздевалки и гостиничные номера. Косметический ремонт провели на беговой дорожке, где будет тренироваться легкоатлеты. Арены мы покрасили, там только косметику сделали и кондиционирование. Так как кондиционирования не было, в летнее время очень жарко было, поэтому полностью должно быть прохладно. Да. Проверили, протестировали, все работает. Мадун также станет одним из основных мест, где пройдут игры. Здесь произойдут зрелищные схватки по масс-рестлингу и танцевальному спорту. В универсальном зале покрасили стены, потолок, заменили паркет. В манеж уложили новую беговую резину. В холле смонтировали лукмас. А самые главные события игр, торжественная церемония открытия и закрытия, пройдут в стадионе Туймада. Всего примут участие более 1500 детей из 68 творческих коллективов республики. А в культурной программе масштабного события будут задействованы 3000 артистов. Действия посвятят памяти основателей «Детей Азии», первого президента Якутии Михаила Николаева. Мы интересны странам, которые приедут сюда в гости. Мы интересны своим холодом, да? Холодом, своим белым чистым снегом, льдами, Арктикой. И поэтому мы выбрали тему Арктики. Мы свой сценарий основали на древнем мифе народа Саха о борьбе коня и быка. Да, вот. Артемий Юрьев из Санкт-Петербурга исполняет одну из главных ролей в церемонии открытия – мальчика Ваню. Мы проходим виртуальную игру, которую по сюжету мы принесли к своим друзьям играть вместе. А как проходил отбор? Меня папа привез в Саха-театр, и меня посмотрели и сказали рассказать стишок. И я рассказал, меня выбрали. А ты волнуешься? Да, очень. Ну а сами юные спортсмены сборных команд Якутии изо дня в день усердно тренируются ради будущих побед. Сборная по Хапсагаю недавно прибыла из сборов в Монголии. Это ребята 2009-2010 годов рождения. Они будут представлять республику в 5 весовых категориях. Отобрали их тщательным образом, по результатам 3 соревнований. Капитаном команды является Айхан Кривошапкин из Хангаласского улуса. Юношу в спорт привел его отец Гиревик. Участие в играх «Дети Азии» – большая честь для мальчика. Чемпионнары жаргна жав кишка жаргнавын барына жав бәм тустукпын оны тустуга барымна жабдым Дети Азии оны багады яхан агон 5 килени киллер кептер оны киллер балактар оны бу хапсайга көспүдү онтон бәм КМСпын ин тупиковый Россия призеровын үс местарах ДФО призеровын Республика үстігілі чемпионовын тұстуға қапсайға мен республика призербын қоттыл бұдым алғас. Оны так абсолютный чемпион бол бұдым. Бәйін тейінші қай бұдым.
Тренирует ребят бывший выпускник игр «Дети Азии» Платон Савинов. Под его чутким и опытным руководством юноши прошли сборы как внутри региона, так и за его пределами. Основными соперниками нашей сборной станут монголы, казахи и тувинцы, прогнозирует тренер. Хавсагай бут бихибәбит национальный көріңмі пола болла. Инегінен бихиттен вихан сәлсі улахан кыйлар идди. Инегінен бихеме онны турулахан үлелебет. Оғылар әметтен онны бәлереттен білелер. Онны олихинтен бәлереттен бұ дойдуларғар бараннар бағайқын қынянан кәлілер. Бұ неге Монголия бар ғыртты бұд бұ. Икке неделе болла кәлбеппет. Монголия баран жартанылар. Оннара Монголы оларын күтті матчевай көрәқтәстілер. Оннаттан шөбадық жартанан, оннаттан бұ білген бітехек. Төміктері тапты алдаңға хасымады. Алдаңғаттан иккенелілігі мәз бор. Оннаттан онны білімнен марамыд бұ. Ну а первые игры «Дети Азии» состоялись в 1996 году в Якутске. Они были посвящены столетию современного олимпийского движения. Игры дали старт активному строительству в Якутии. Специально к детям Азии начали возводить новые спортивные комплексы. Начиная с 2000 года у детей Азии появились флаги и эмблема. На протяжении практически 30 лет изменилось многое. Появился зимний формат игр, соревнования принимают другие регионы, вовлекается больше стран, появляются новые виды спорта. За все время проведения в играх приняли участие более 15 тысяч юных спортсменов из стран Азии и регионов Российской Федерации. Многие из них добились побед на мировых аренах. Одним из них является борец Аял Лазарев, участник игр 2004 года, занявший 3-е место. В этом году спортсмен завоевал свою 3-ю путевку на Олимпийские игры в Париже. Запомнилась та борьба за 3-е место. Соперником был очень сильный борец из Монголии. Но мне удалось переломить исход встречи. Дети Азии дали мне уверенность в том, что я могу выигрывать сильных соперников и занимать места на серьезных международных соревнованиях. Можно сказать, что мой путь в спорте начался с «Дети Азии». Желаю юным спортсменам найти свою цель, стремиться к ней и не сдаваться при неудачах, даже если они будут идти чередой. В этом году «Дети Азии» вернулись на родину. 8-е игры пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается приезд порядка 3500 участников из более 20 стран. Послами игр стали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Маргарита Мамун. Официальными символами игр выбрали мамонтенка Мадуна и бурундука Саину. Мероприятие обещает стать самым масштабным спортивным событием в стране в 2024 году. До встречи на 8-х международных спортивных играх «Дети Азии».